Ассаламу алейкум. Вітаю вас, шановні глядачі. Сегодня 26 августа 2024 года, 16 часов 25 минут по Берлину, 17 часов 25 минут по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим наш вещается, как обычно, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. И я не понимаю, почему у нас нету никого. Я не включил, я, наверное, неправильно включил. Текс. Мудидер, сейчас проверить. Мудидер, тише. Ага, кто-то зашел. Значит, все нормально. Я думал, по ссылке я просто там не поменял. Все нормально. В Ютубе нас видят. Ютуб нас видит. Так, друзья. Сегодняшний привет из Молдовы. Молдова, агент Госдепа. Приветствую, Молдова, приветствую. Как у вас дела, Молдова? Мы за вас переживаем и очень надеемся, что скоро территориальная целостность прекрасной Молдовы будет восстановлена. И очень на это надеемся. Агент Госдепа. Коллега, как говорится. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «За Курск Путин сокрушит Украину и НАТО». Но это не точно. Так называется наш сегодняшний стрим. Давайте об этом и многом другом поговорим. Пока все отлично, спасибо. Дай бог, агент. Хай, Кристал, хай. Всех приветствую, друзья. Сегодня, я полагаю, у нас будет много троллей от этих, с Ютуба. Ну, посмотрим. Опять же, пока все собираемся, хотел бы затронуть тему ареста, вчерашнего ареста агента Путина, КГБ, ФСБ, ГРУ, там всех остальных спецслужб, Павла Дурова, как вы знаете. Есть два очень хороших таких показателя. Ну, кроме нашего канала, конечно же. Громко, так скажем. Это освобождение Курска украинской армией и задержание Павла Дурова во Франции. Эти два события показали нам, что так называемые хорошие русские или оппозиционеры, так называемые, в едином порыве с фашистской российской гибней и с их там Кремлем. Они все заодно. Мы это увидели просто откровенно. После задержания Павла Дурова вчера посмотрел много вот этих русистов, что в самой фашистской России, что тут в Европе. Ну, визжат, как будто током долбанули. Визжат очень сильно. Начинают, причем, знаете, проброс такой, на что я обратил внимание, проброс такой, Дуров Павел ничего не решает, все решает его брат, никаких кодов у него нет, ничего он передать не может. Откуда они знают, у него коды есть или нет? Объясните мне. Если это независимый человек и бегает от российских спецслужб, откуда какие-то там журналисты или пропагандисты знают, что у Дурова этих кодов нет? Откуда? Оказывается, через телеграм-канал координировались все действия и продолжают координироваться все действия на Западе агентуры ГРУ и ФСБ. И сейчас, после того, как Дуров задержан, пока обвинения ему, по-моему, не предъявлены, но пока он еще находится под стражей,
Из фашистской России поступают сообщения, что немедленно убирайте все переписки в Телеграм. Я часто думал именно по поводу вот этих пропагандистов, которые здесь в Европе есть. Я знаю, что они являются, я убежден, уверен, для меня нет ни малейших сомнений, что эти люди работают на российские спецслужбы. И при всем при этом я знаю, что каким-то образом они в едином порыве набрасывались на меня, набрасывались на другие какие-нибудь темы, которые им подкидывались. И я задумывался над тем, как им удается, обходя западные спецслужбы, такую координацию проводить между собой. Они одинаковыми текстами говорят, много чего у них. И все они как один любят Телеграм. Все как один. Я уже несколько лет, 5 вам говорю, что Телеграм это ГБшная тема, и никуда не заходить. И сам не заходил бы туда, если бы некоторые наши люди там не появлялись, и мне приходилось там вынужденно туда заходить. А так абсолютно знаю, что это за программа, чья это программа, и она представляет для нас всех угрозу. Более того, если вы скачиваете эту программу на свой телефон, я убежден, что этот телефон и ваше местоположение будет отслеживать, и если вы даете там доступ там, фотографиям, там, третьим, десятым, они могут получать эти, даже, может быть, и без доступа, всю информацию из вашего телефона. Я об этом много-много раз говорил, много-много уже времени об этом говорю. И сейчас, вот после задержания Павла Дурова, поступает информация, что убирайте всю переписку. Представьте, Кремль им заявляет, их агентура, своей агентуре здесь. Все это делалось, конечно же, через Телеграм. Они координируются, управляются, проводят разные акции, собирают информацию о своих противниках, которые по своей наивности оказались в этом Телеграм. Ну и все остальное, вытекающее из этого. Поэтому это очень хороший удар, который Франция, в частности, нанесла по фашистской России. И давайте об этом и многом другом поговорим. Ассаламу алейкум, ассалам, брат. Как ты, Дон? Ну, алейкум ассалам, чернел. Дон, не хорошо, Дон, Дон. Ассаламу алейкум, саночу, бусал, ваш ассан. Машуэль, делер, салам, машуэль, гламур. Хауэль, машу, алейкум, салам. Ты, агентур, тебе тоже пришел приказ все стереть, говорит, Пончик. Пончик, ты такой пончик, да. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Тут. Все сообщения, все нормально. Ну, короче, Черкаси вас вітають. Вітаю, Юрій, вітаю, Черкаси. Слава Україні. Так. Путин президент потустороннего мира. Ты слово потустороннего мира забыла. Причем не самые хорошие климатические условия, где есть. То есть в аду он у вас там, президент. Ассаламу алейкум, салам. Ассаламу алейкум, Казахстан, брат, война. Валейкум салам, Казахстан. Машволь, Арцу, демократ, Дели, салам, Машволь, Шамсат, Шавик, Машволь, друзья. Всех приветствую. Демократ, кого я тут пропустил? Приедь в Украину. Приеду с удовольствием, пригласи. Приглашай, приеду. Зачем говорить слава Украине? Ну, я таким образом высказываю поддержку этой стране, этой нации. А что здесь такого? Так.
Екатерина, вот вы пишете Ульяновск. Если вы не мой противник, если вы не мой хейтер и не там враг мне, не указывайте. Если вы мой сторонник, то не указывайте. Если мой хейтер, враг, то да, то КГБ вам медаль даст. А так не указывайте, откуда вы, кто вы, потому что мой канал находится под пристальным вниманием фашистских спецслужб. Дерес хуйрон, что всегда говоришь, как есть, не боясь этих чертей. Та проблема, мы же чеченцы, мы бесстрашные и бессмертные. Наше дело будет жить вечно. Правду говорить нетрудно. Слава Украине, героям слава, Борс. Аслан шпион говорит. Да, ЦРУ, он, ФБР, Моссад, кто у нас там еще, ГУР и БНД. Приветствует вас, все вместе. Да. Шалом, Аслан, шалом, Ян Моназон, шалом, дорогой. Живе Беларусь. Ахмад Силас, да. Силас, никто не спорит. Алейкум Осман. Украинцы до 2014 года не были агрессивны, пока америкосы не занялись ими, говорит Ледар. Ледар, знаешь, что такое по-чеченски? Ледар. Ледар. Это значит неумеха, пустышка, значит, да, слабак. Классный у тебя ник. Особенно, когда на чеченский канал заходишь. Я вас поддерживаю. Спасибо, Кошкина. Только вот зря вы говорите, откуда вы. Берегите себя. А вы русская, да, Екатерина? Вы русская? Ведро забыл написать, кто ты, воин. Халак Эзи. Халак Эзи, с этим ником человек уже несколько лет мне здесь пишет комментарий. Это ты не мне пишешь? Или ты меня спрашиваешь, кто я? А, нет, ты ведро спрашиваешь. Все, я думаю, что за ведро? Так, почему флаг США? А вот так, да, чтобы ты спрашивал. Сознайся, ты боишься ЦРУ. Что ты вкладываешь в слово «боишься»? Я опасаюсь всех спецслужб, потому что спецслужбы не ценят никаких человеческих качеств. У них только одна цель. А я ценю человеческие качества. Для меня честность, порядочность, слово для меня имеет очень большое значение. А спецслужб, ну, если не брать ЦРУ конкретно, любые спецслужбы для меня представляют, на мой взгляд, я не доверяю никаким спецслужбам и никому, понимаешь? Вот как-то так. А бояться, не боюсь я ничего и никого на этой земле. А так, чтобы быть ухо востро, как говорится, да, любые спецслужбы у меня вызывают вот такой вот диссонанс. Лидер слабый, не воспит стол, который зависим от контекста. Баркалхон. И хорошо, что ты знаешь чеченский язык. Жаль, что у тебя ник не чеченский, а алиф поставил ты, да, букву. Добрый день, Наталья, здравствуйте. Ассаламу алейкум. Почему ты за Палестину не говоришь, а то только Украина да Украина? Дело в том, что я говорю за Палестину, говорю за Израиль. Не так часто, конечно же, но Украина сегодня сражается, хотя и Израиль сражается фактически с миньонами, с
с, со спрутом, с одной из щупальц спрута фашистской России. И поэтому иногда про Израиль я тоже говорю, но то есть про Палестину в целом. То есть знаешь, да, что Палестина это территория такая, как наш Кавказ, например, территориальное обозначение. И Израиль, и там сектор Газа это уже государственные или а, такие образования, которые находятся на этой территории. Поэтому немножко нужно, наверное, немножко нужно разбираться, когда вот вопрос задаешь, чтобы более точно я тебе смог ответить. Поэтому как-то так. Говорю, ну главное, конечно же, это Украина. Украина сейчас напрямую столкнулась в лоб, точнее, к ним пришел враг, многовековой украинский враг, имперская Россия, которая оккупировала мою страну. И для меня это на первом месте приоритет, а, то, что сейчас делают украинцы. А то, что вы меня перетянуть там на то поле, там говорить, так ведь хотели вначале, ведь всех привлекли, спортсменов привлекли, все радио, все телевидение, все YouTube-каналы, все начали говорить, что начинается наводнение Аль-Акса, то есть мечеть, которая считается святыней у мусульман, в исламе. И на самом деле, конечно же, это была абсолютно наглая хамасовская ложь. Ни о какой Аль-Аксе они не думают. Они на день рождения Путина, как вот ЧВК Вагнер или ЧВК Кадыров, такие же Хамас ЧВК, которые на день рождения Путина зашли и совершили акт геноцида. Просто по этническому, по национальному признаку убивали людей. Только за то, что они евреи. Евреи хорошо усвоили урок после Второй мировой войны и больше себя так безнаказанно уничтожать никому не собираются давать. В чем я полностью поддерживаю. Вот как-то так. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да? Я тебе задаю вопрос, что ты меня не поднимаешь, говоришь. А кто ты, Осман, чтобы я тебя поднял? Что за вопрос ты? Ты можешь написать вопрос. Я же тебе не давал обещания, что я тебя подниму. Поэтому, пожалуйста, без особых таких претензий. Хорошо? Когда ты думаешь, закончится война в Украине, наверное, на Украине говорят только фашисты. Уже все это поняли. Поэтому в Украине надо говорить, а не на Украине. Я полагаю, что война в Украине закончится, я, я очень на это надеюсь, что в этом году, в ближайшие месяцы, массовая сдача оккупационных войск на территории Украины может и бегство, и сдача. Бегство и сдача может произойти уже в ближайшие месяцы, может быть, в этом году. Но это мои надежды. В целом же война, которую развязала Россия против Украины, может продолжаться еще 2-3 года, может быть 4 года может продолжаться. Ну, я так это вижу, потому что на территории бывшей Российской Федерации находится украинский огромнейший контингент, происходит ротация, новые заводятся войска, и ситуация набирает стремительные обороты, и, как говорится, Ералаш закончился, начинается настоящее кино. Вот мы увидим настоящие события, я думаю, в ближайшее время. Поэтому я не знаю, когда закончится война, я знаю, что она закончится полной, безоговорочной победой Украины и западного цивилизованного мира над фашистской русней. Это я могу быть в этом уверен. В этом я уверен.
Походу, ты 2 плюс 2 прибавить не можешь. Ну, вообще-то я был отличником по математике, и 2 плюс 2 это разве не 5 бог дать? Прими запрос. Я смотрю, у вас тут прорыв получился, да? Прими запрос. Успокойтесь, сегодня не будет никаких принятий, будем слушать Аслана Дела. На Украине это по-русски, в Украине на твоем тарабарском. Ну, нет же, конечно. На Украине это значит, вот как говорить на Кавказе, или говорить там, это территориальное обозначение. То есть вы хотите сказать, что Украины государства не существует. По-русски правильно государство обозначает с приставкой в Украине, на России, в Германии, в Америке, в США и так далее. Говорят «в», это значит, это государство. Но вы так, вот так как вы фашисты, и вам нравится, комфортно находиться в вашем имперском фашистском состоянии, вы всячески пытаетесь подчеркивать. Например, страны Балтии, вы говорите «прибалтийские страны». То есть ваша великая фашня, и там где-то при Балтии находятся какие-то там республики. Страна при Балтии находится. Балтия, знаете, да, это море такое есть. И вот в этом плане вы считаете, что вы таким образом ваши имперские нарративы, имперские термины, которые вы используете, вы их ко всем эти ярлыки приклеиваете. И один из них это вот на Украине тоже читается. Вы говорите в Афганистане, в Ираке, на Украине. Вы тем самым говорите, что нет Украины, а есть Окраина. То есть у края вашей фашистской Русни находится. Хотя ровным счетом все наоборот. От Киева все происходило, и ваша фашня появилась уже благодаря, будь он не ладен, наверное, да, хотя уже о покойниках не будем плохо говорить, Юрий Долгорукий, киевский, кстати говоря, князь, который заложил на болотах Москву. Ну вот, как-то так, да. Я вас научу Украину любить и русскому языку. Не волнуйтесь, у вас есть хороший учитель. Я вас буду учить русскому языку и правилам русского языка, да. Я твой папа, Адамский, я твой папа. Спроси маму, она тебе расскажет, кто твой папа. Не игнорируй вопрос. Какой, Василич? Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ник мощного. Курский, худой Курский. Курский, фашню, давайте немножко о Курске поговорим, так как наш стрим сегодня называется «Шок». Это в Ютубе есть название, на канале Реалити. «Шок. За Курск Путин сокрушит Украину и НАТО» называется наш сегодняшний стрим. Там идет запятая, сокрушит Украину и НАТО, но это не точно. Вот так называется наш сегодняшний стрим, и давайте об этом и многом другом поговорим, Дион. В Украине вся нация, вся украинская нация ведет освободительную войну против оккупантов. И сейчас эта война перешла на территорию страны-агрессора, с которой она
началась именно с Курской области, через Курскую, в том числе область заходили. Там очень много людей принимали участие, поддерживали, ненавистных хохлов давить призывали. Ну и вот сейчас вернулись, освободили Курскую область. Я очень этому рад. Я поздравляю курчан с освобождением. Наконец-то вы почувствуете немного свободы от вот этого гнета, который, как вы видите, ФСБ, менты, участковые, все разбежались. С чем я вас всех поздравляю. Грабить, воровать по традиции не надо пока мародерничать. Подождите. Новая сейчас администрация устанавливается, комендатуры устанавливаются освободительной армией. Принимают участие в этой освободительной войне чеченцы, чем передаю всем большой салам, всех я вас поддерживаю. Грузины тоже, Камарджоба, Генацвале, как говорится, тоже всех я вас поддерживаю. Всех, кто принимает участие в освободительной войне против фашистской России, я вас всех поддерживаю, конечно же, украинцы, все русские, кто принимает участие, украинские русские, я имею в виду. Ну, как-то так, друзья. Так что все отлично, все супер. В Курске идут бои, но, знаете, у русских нет войск сражаться. Всеобщие, как вы, ну давайте сравним для начала. Когда оккупационная армия фашистской России заходила на территорию Украины, тогда вы видели, просто на машине молодые парень с девушкой подъезжают и бросают в БТР бутылку с горючей смесью. Просто это сумасшествие, конечно, то, что они делают, самоубийство. Но у людей порыв, понимаете, молодые, они что-то хотят сделать против этих оккупантов. На танки, на БТРы, вперед, там, под танки бросались, там, вперед становились, переграждали, там, доказывали свою правоту мирным способом, ну, кричали, рассказывали. В Курске мы этого не увидели, если вы обратили внимание. Наоборот, в Курске мы увидели, как драпают все. А за что драпать? Вас что там, вырезают, что ли? А дело в том, что многие принимали участие в соседней стране и убивали украинцев, помогали тем, кто убивает украинцев. И у них, как говорится, рыльца в пушку. И все драпают и, ну, правильно делают, а что им еще остается делать? Но восстание против зашедшей украинской армии мы не увидели. Понимаете? Этого не было просто-напросто. Потому что ну, нет такой потребности у россиян драться против Украины. Это была коммерческая война, как все, что делал бандит Путин, собирая всю вот эту бандитскую вот эту кодлу вокруг себя. И уже более 100 тысяч, по данным американской разведки, более 100 тысяч уже оккупантов уничтожено. Это зэки, бичи, бомжи со всех вокзалов. Там такое очищение с одной стороны произошло. Но и самое главное, и эти бомжи, бичи и на зоне тоже были те люди, кто имели боевой опыт против чеченского народа во время геноцида чеченского народа. Вот эти люди фактически все утилизированы. Им платят большие сейчас уже, ну, по русским меркам, большие деньги. И в итоге мы пришли к тому, что российский народ считает, что, да, их это, ну, давно уже так сложилось, что российский народ живет отдельно, а власть их живет отдельно. И когда нужно, чтобы по башке не получить, русский народ, российский народ выйдет, там помашет флажками, скажет, да, мы за Путина и так далее. Очень трусливая позиция, очень гнилая позиция, но она работает. Русский народ выживает таким образом. Ну, очень несмелая, да, позиция, но она работает. Убивали чеченцев, свои дома русские взрывали, никого не волновало, русских не волновало. Точнее, волновало, появлялись некоторые голоса, их уничтожали, запугивали, там, 3-10, и все заткнулись, замолчали просто-напросто. И сказали, это взорвали чеченцы в 99 году, Путин с Патрушевым, как мы все знаем, взорвали свои дома. И потом объявили врагами чеченцев. И многострадальный чеченский народ, который пережил первую агрессию против России, еле как выдворил фашню из своей страны,
В итоге на чеченцев снова набросились, как коршуны, и начали раздирать. Русский народ молчал. Прекрасный русский великий народ, непобедимый суперский народ, после убийства их женщин, детей, стариков, спящих в своих домах, своими спецслужбами, которые обязаны защищать и по Конституции, и по закону, и по здравому смыслу, защищать своих граждан, великий русский народ безмолвствовал. Более того, самая отмороженная часть вот этого великого русского народа в лице там разных вот этих наемников, бичей, таких каких-то асоциальных элементов с радостью пошли топить великий чеченский народ, постгеноцидный чеченский народ в крови. И ни одна сука, я прощаюсь, извиняюсь, конечно, не пошла заступаться, за редким исключением, конечно же. И все это работало. И я уже понял, что русским не только на чеченцев плевать, они не только чеченцев ненавидят, они себя, друг друга ненавидят. Это скрепа такая русского народа. Обижаетесь на меня, не обижаетесь, но это скрепа. И я знаю, что у вас она есть, как вы понимаете. Мы знаем ваш язык, мы знаем вашу культуру, менталитет, в отличие от вас. Вы нас вообще не знаете, как показывает опыт моей жизни, вы нас вообще не знаете. Но в итоге великий русский народ поддержал эту войну, хвастался победой над чеченами, помогал своей фашнявой власти находить чеченов, уничтожать чеченов, сажать чеченов, не сдавали квартиры, ущемляли, терроризировали, избивали, убивали, сажали, все, что возможно делать с чеченским народом, делали. Только чеченский народ не ломается и не сдается. Да, мы погибаем, да, мы такие же смертные люди, как все, но нас сломить, то есть покорить, как мечтает фашня, это невозможно. Просто невозможно. Если вы покоряете, такая вот защита у чеченцев, если вы его покоряете, то он уже просто не чеченец. Это просто невозможно. И мы, чеченцы, спокойно уходим в землю, не покоряясь ни одной силе на этой земле. И никогда не покоримся ни одной силе. Вот таков вот наш свободолюбивый дух, да он. И, нормально все, 20 лет топили чеченцев в крови, нормально, победили всех, убили всех женщин, убили всех детей, всех, кого можно было убить. Всех убили, от 10 до 65 лет все террористы, все женщины, чеченки, они потенциальные террористки, потому что родят террористов. Это все русская пропаганда говорила. Открыто, прямо уничтожить, сделать им инъекции, чтобы детей не рожали. И это делалось. Я вас уверяю, фашистская Россия, у нас есть доказательства этому. И когда будет суд, вы все прекрасно все это увидите. Как российские бандармия травила в школах детей, девочек отдельно, всю школу травят, но отравляются только девочки. Потом они становятся бесплодными. Мальчиков точно так же травили, происходили психологические, психические нарушения у молодых ребят, которых русская фашистская армия делала. То, что Гитлер не делал, делала фашистская армия. То, что на этой земле никто не делал, делала российская, русские же офицеры, русская же доблесть. Да? Давайте, когда побеждаем, мы все русские доблестные, да? А когда проигрываем, там чучмеки, кто там, кадыровцы, мудыровцы, буряты, третьи, десятые, давайте будем объективными, да? Всегда будем. Да? Великая русская армия уничтожала женщин, детей чеченских. Я знаю моего друга, родственница, девочка, которая попала под этот эксперимент, который фашня устраивала. И в итоге она долго лечилась здесь, в Европе, вылечилась, у нее дети, слава богу, все обошлось. Но это стоило колоссальных утрат, и, конечно же, здоровье было подорвано. Это только потому, что здесь, в Европе, она оказалась. Многие не оказались в Европе, многие просто сходили с ума, ну и так далее, и так далее, и так далее. Затем, после того, как мы удерживали эту фашнявую русню в течение 25 лет, появились новые поколения в Грузии, в Украине, где люди почувствовали свободу, поняли, что такое цивилизация, права человека, достоинство,
начали развиваться в этом направлении. И сегодня, когда сражается Украина, и сегодня грузины, которые сражаются и у себя, и в Украине, мы видим, что это молодые 30, 35, 40-летние максимум мужчины, которые последние 30 лет, 25 лет, 30 лет жили свободно от этой гибни, от этого террора. И это уже не исправить, как говорится, джин выпущен из бутылки. Свобода уже почувствовали, грузины, украинцы почувствовали. Никогда ни грузины, ни украинцы, ни чеченцы никогда не будут частью фашнявой России. Особенно с учетом сегодня складывающихся реалий вокруг вот этой агрессии России против Украины. Потом Россия кое-как задавила чеченское сопротивление, убив все и вся живое, отравливая. Ну вот все это эксперименты над детьми, также травили всех наших бойцов, командиров. Использовалось все, самые мерзкие, самые низкие, самые аморальные, бесчеловечные, запрещенные международным правом. Вот эти все методы фашня применяла. От пыток родственников, уничтожения. Ну, все просто использовалось. От лести денег до испуга, до разрезания людей на части, вскармливания их крокодилам, там, львам там, и так далее, и так далее. Убивая людей и расчленяя их тела, беря их паспорта. ИГИЛ, русский ИГИЛ, вы же знаете, что ИГИЛ это русня. Вот в этот ИГИЛ отправлялись, убивались чеченцы, их документы брались, отправлялись свои ГРУшники с чеченскими паспортами в этот ИГИЛ, и они там в Сирии, Мире, в Ираке, там 3-10 наводили шороху и рассказывали, какие чеченцы террористы. Весь мир аплодировал, справедливости ради скажем, что и Украина аплодировала, и помогала фашнявой русне. Но когда пришел в их дом уже вот этот злой сосед, то уже многие поняли, не сразу, конечно, но уже сейчас уже поняли, я думаю, все. И все бы хорошо, все побеждают чеченов, бьют грузинов, там, в сирийцах, там, террористов гоняют, там, ну, все отлично же, все, великая Россия, собиратель земель русских. Ну, подумаешь, немножко убили русских граждан в 99 году. Ну, подумаешь, там, еще там какую-то там сделали. Ну, это же империя, это Путин великий, все такое, все хорошо. Все гордились Путиным, всем нравилось возвращение Крыма в родную Говень. Ну, все было отлично, все было отлично. И в итоге за 3 дня нужно было всего лишь взять, всего лишь какой-то там Киев, и всего лишь там разогнать там украинских патриотов, армию, СБУ, все, что можно было. И так раздербанили, там, купили, там, ну, много чего было. Подготовка была хорошая, профессиональная, нужно признать. Русские сделали все, опыт был колоссальный после Ичкерии, после Грузии и так далее. Да и сама империя, как мы знаем, имеет колоссальный опыт, и в том числе войны с самой Украиной. Поэтому, ну, это было легкой прогулкой, за 3 дня добрались до Киева, немножко оказывают там разные там эти хохлы или бандеровцы, фашисты Бандеры, там какое-то сопротивление небольшое, там где-то разрозненное. Так это же наша любимая тема, будем по горам, по лесам гонять их, находить, расстреливать, набирать украинских коллаборантов. Ну, все это отработано. И будем уничтожать. Ну, все отлично. Ну, что еще желать великой России? Ну, увы, что-то пошло не так. Уже под Киевом, в Буче, Ирпене заняли места, вырезали, как и положено. Это же не случайный какой-то эксцесс, как вы понимаете, что там в Буче, в Ирпене там вырезали людей со связанными руками, массово просто уничтожались люди. Это обычная 100% государственная политика фашистской России. Мы, чеченцы, ответственно, я вам заявляю, как правозащитник, как чеченец, который всю свою жизнь прожил вот на глазах вот этой фашистской, сознательную жизнь, фашистской вот этой агрессии против моей страны и моего народа, я вам ответственно заявляю, это государственная политика фашистской России. Это 100% действие, которое всегда Россия выполняет перед тем, как начать еще большую эскалацию, еще больше геноцид народа, в частности, в данном случае украинского.
Это перед тем, чтобы войти в Киев, нужно было ввести в ступор, в ужас украинский народ, совершив вот эту бучу и так далее, и так далее. Ну, как я уже сказал, увы и ах, увы и ах. Ну, что-то пошло не так. Что-то пошло не так, украинцы оказались достойнейшие, просто невероятнейшие. Я был лично удивлен, могу сказать, хотя уже удивляться от украинцев я уже устал с 2014 года, но был очень приятно удивлен. Украинцы оказали такое сопротивление, что и Запад, который рассчитывал только на партизанское сопротивление Украины, ну, оказался немножко растерян Запад, ну и начал помогать потихонечку, с опаской, с осторожностью, чтобы фашня не напала, ну вот и так далее, вы все это знаете. И в итоге фашня бьется там село, деревня, населенный пункт 12 тысяч населения. Представьте, 12 тысяч населения. Наш, например, населенный пункт, откуда я родом, например, откуда мои родители родом, это Катырюрт, там 15 тысяч, по-моему, населения. Это вообще деревушка, такой небольшой населенный пункт. Относительно, конечно, 15 тысяч. Валерик, соседнее, Ермолово, воспетое название «Смерть», Валер, «Смерть» по-чеченски. Там река протекает, там было сражение, немножко вам экскурсию в историю, где сам Лермонтов принимал участие, и река была красной, и с тех пор мы, чеченцы, ее называем Валер, «Смерть». И на этой реке расположен тоже меньше, чем Катырюрт и Валерик. Вот это и есть, за что русские воюют. Вот вся русская рать, вся русская армия воюет, чтобы 12-тысячное, 10-тысячное там население, поселок захватить одноэтажными домами. Ну вот такая вот тема. И одновременно с этим украинцам надоело на это все смотреть, набрались сил, послушали, что говорят на Западе. Если вы обратили внимание, все на Западе начали говорить: о, мы ни при чем, Германия вообще ни при чем. Пожалуйста, украинцы, не бейте нашим оружием по российской территории, там только внутри Украины вы можете защищаться. Все начали говорить: нет, я не я, моя хата с краю, ничего не знаю. Так как Украина пересекла самую красную из самых красных, из всевозможно красных линий, и ничего, у нас есть Апти Алаудинов. Вот наш достойнейший ответ, сказала российская пропаганда, и выпустила самого пропагандиста Апти Алаудинова. Ну вот так мы и живем, как говорится. Я надеюсь, я вам вкратце рассказал. Давайте перейду к вашим вопросам, чтобы особо сильно не загружать вас своим видением. Лучше я буду читать ваши вопросы и так загружать вас своим видением. Аслан, термини зарсо. Иху терминьон, Абу Убайда, он язык, иху терминьон язык. Я что-то пропустил, да. А твоя страна Америкосия? Нет, моя страна, великая моя страна, Чеченская Республика Ичкерия. Величайшая, которую весь мир похоронил, которую весь мир считает не существует, которую весь мир теперь не знает, как выйти из этой двоякой такой ситуации, в которую они сами себя загнали. И Запад, и все остальные. В Украине не было бы войны, если бы Ичкерию поддержали бы на 1% того, как поддерживают сегодня Украину. Не было бы там этой войны, не было бы угрозы для Германии, которая вместе с Францией, Германия вместе с Россией, все вот это замутило. Третью мировую войну вместе с русскими мутили и немцы, и французы. Я это ответственно заявляю. Этому есть масса доказательств. И французские власти, конечно же, итальянские и немецкие власти. Была задача создать такую... Демократия – это ничто, демократия – это неработающая система, должна быть империя, и должна была быть от Лиссабона до Владивостока, такие империи должны были создаться, единый союз империй, там, 3-е, 10-е. Но, опять же, что-то пошло не так. Забыли спросить украинца:
обычного Миколу забыли спросить, что вот мы хотим создать великую империю. Эх, как жаль, да, как жаль. Так, друзья, давайте я перемотаю, давайте пишите ваши комментарии заново, если кто-то я не увидел. Что от правозащитной организации. Термин «удаящий», я не могу понять, что за термин. Ты, с какой целью тебе нужен термин? Ты хочешь, чтобы тебе я о чем-то помог? Выходи на связь, WhatsApp есть, давай. Термин, что значит термин? Ты хочешь ко мне в гости прийти? Тогда тебе в очередь идем, потому что знаешь, сколько людей в гости хотят, боже. Так, давайте я почитаю. YouTube здесь у нас идет стрим, как мы знаем. Слава Ичкерии, героям слава, героям слава. Aslında aptis beş bahçe berik tuam. Bude apti mau. Окей, позвони, на WhatsApp позвони. Ну, после стрима сегодня я уже, наверное, не смогу ответить. Завтра я тебе отвечу. Да, оставь сообщение, я тебе завтра напишу. Осман, принятый нуко. Ва алейкум ассалам. Принятый нуко. Даггар принятый нуко. Кихуди бугасик. Акчу авистралити, таран сега авистралит швайц, Осман. Принятый, альбедис цахулишься. По сути, Россию создали немцы, Запад на севере Европы с Петербургом против крымского ханства. Когда пришли к власти коммунисты, они захотели откреститься от всего западного, поэтому Питер переименовали. Да, вот от определенной степени, конечно же, Россия находилась под влиянием, ну, это была частью европейской, английской империи когда-то, потому что двоюродный брат английского короля был королем или царем фашистской вот этой царской России. И да, это было такое дело. Но у них был свой вектор, свой курс, там, 3-10, огромное количество немецких, французских, австрийских и других генералов служило в той так называемой царской России. И мы по историческим справкам, историческим документам видим, какие иностранные фамилии, в том числе немецкие фамилии, фигурировали среди генералов. Они были уже такие обрусевшие, они уже от немцев еще со времен Екатерины плавно перешли на французский язык, так как русский язык это был искусственный язык, и это был язык рабов, и знати было как бы не к лицу разговаривать на языке рабов. Поэтому они говорили на французском и так далее, и так далее. И потом в итоге я так полагаю, вероятно, может быть, и так далее, что после того, как немцы были отодвинуты от власти в вот этом образовании, Богом проклятом, и для примера, чтобы другие так не делали, так называемой России, немцы попробовали Ленина, да, мы знаем, что идея коммунизма – это идея Карла Маркса, и помогавшему ему Фридриха Энгельса, которую здесь, находясь в Европе, набрался вот этих идей и денег, что очень важно, да, для того, чтобы совершить революцию и так далее. И фактически Ленин вернулся как агент Германии. Потом, конечно, с Германией они поссорились. Но сейчас мы можем приблизительно наблюдать то же самое, как Германия себя ведет по отношению там, к Яшину, как вы помните, по отношению к Навальному и так далее, и так далее. Конечно, там много вещей, которые я не знаю исторически, и секретные, и скрытые, которые есть вещи. Но по большей части получается, что против двоюродного брата английского короля выступили
агент немецких спецслужб Ленин. Ну, если так, поверхностно брать, я ничего сейчас не утверждаю, потому что это в корне меняет всю историю фашистской России, и не только фашистской России. И мы видим, что вот получилось, что агент немецкой разведки, или же не агент, который принес идеи Карла Маркса, полностью расстрелял двоюродного брата английского короля, который не помогал своему двоюродному брату, значит, они тоже были в конфронтации в какой-то. И фактически установили, поставили новый эксперимент. Новый эксперимент. Ленин поставил новый эксперимент над русскими, потому что немцев, видимо, было жалко создавать вот это коммунистическое новое какое-то государственное устройство, где все будут где все будут равны, будет справедливость. В итоге коммунизм-то это же на самом деле это такая же супер приятная, супер захватывающая, супер человечная, скажем так, ну, по крайней мере, на бумаге. Забыли про овраги, как говорится, а так программа была очень хорошая, коммунизм. От каждого по способности, каждому по потребности, там, что не будет тюрем, воровства не будет, денег не будет, все будет бесплатно. Ну, как бы, как в раю. Карл Маркс много Библии перечитал, видимо, Корана, Библии, там еще чего-то, и решил вот изменить мир, но решил воспользоваться, видимо, услугами русских, потому что на себе ставить такие эксперименты особо никто не хотел. Ну, это был страшнейший эксперимент, я вам скажу. Попасть в рай на земле можно было только отправив миллионы людей в рай настоящий, на тот свет. Вот так они видели это. Убивалось огромное количество людей. Было, ну, страшное дело, конечно, это было. Ну вот в итоге мы пришли к тому, чему пришли. А как ты думаешь, Сталин был агентом царской охранки? Я не знаю. Вполне возможно, вполне возможно, вполне возможно. Как-то так, друзья. Давайте дальше я тут буду. Я могу вам долго рассказывать разные вот эти вещи. Альтернативную, настоящую честную историю. Азан, твое мнение, если Кавказ станет свободным, как Запад будет строить с нами отношения? Но смотри, МАГА, Германия, Запад будет строить отношения справедливое для себя и выгодное для себя. Как всегда он это и делает. Все на земле, все государства, страны, нации на земле конкурируют друг с другом. И если мы будем достаточно сильными, значит, у нас будет достаточно хорошие условия. Если мы будем слабенькими, о нас будут вытирать ноги. Как, в принципе, всегда все делают. Сайман Каяури. Если вы хотите узнать историю Украины и России и Польши, то приезжайте в Варшаву. Отлично просто. Слава ЗСУ, слава героям и смерть парашинским убийцам, добрые. Героям слава, добрые. Так, друзья, я опять перемотаю, потому что что-то историю про Киевскую Русь придумали коммунисты, чтобы сказать, что история России идет с Киева. И по сути Киевская Русь это тоже придуманное. Ну, не знаю, не Киевская Русь не придумана. Ясно. Ассаламу алейкум. Как думаешь, брат, армяне захотят сделать реванш за Карабах? Карабах это Азербайджан.
Я думаю, армяне не захотят сделать реванш за Карабах. Я думаю, сейчас такой уникальный шанс у армян вырваться из этого гнета, от этой фашистской Русни, где всегда они были прислугой у русских. И они, я думаю, из-за этого немножко переживали, да, хотя, конечно же, были друзьями империи и помогали уничтожать нас, кавказцев, ну и не только кавказцев. России помогали устанавливать свою вот эту империю. Сейчас армяне, я очень надеюсь, что изменят этот вектор. Много армян живет за границей, с другим менталитетом, с другим мышлением, не вот этим подхолопным мышлением. И Пашинян, я думаю, я очень надеюсь, что возьмет курс на развитие Армении, на западном, на проамериканском развитии, векторе развития. Я вот на это надеюсь. Ну, что не скажешь, в отличие Азербайджана. Понимаете? Азербайджан всегда был другом чеченцев, хорошо к нам относились всегда азербайджанцы. При всем при этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев, его отец Гейдар Алиев, это старые номенклатурщики, и никакой демократии, свободы в Азербайджане нет. А в Армении наоборот. Народ всегда был против нас, а сейчас пришли к власти те, кто потенциально, еще Пашинян не говорит о том, что это он за нас, потому что мы видим некоторые лютой ненавистью ненавидят чеченцев, ненавидя, высказывая даже недовольство России, всегда пытаются обходить чеченский вопрос, так как, по всей видимости, соучастники геноцида чеченского народа. Поэтому надеемся, Пашинян не из этих, и все будет отлично. Вот такая вот сложная эта ситуация в мире разворачивается, да? Будем наблюдать. Респект тебе. Живи Азербайджан, живи Ичкерия. Карабах это Азербайджан. Карабах это Азербайджан, в этом нет ни малейшего сомнения. Можно спорить об исторической принадлежности этой земли азербайджанцам, армянам, там находить какие-то там древние армянские там рукописи или там глинописи и все такое. Но нужно признать один факт. Ни одни хозяева своей земли, массово встав с этой земли, не уйдут. Армяне полностью ушли из Карабаха, что подтверждает все, что никто, кроме азербайджанцев, не может быть, не является хозяином этой земли. Потому что ни один никогда не уйдет. Да, кто-то уйдет, там, кто воевал против азербайджанцев, кто-то боится просто там из-за пропаганды. Ну, чтобы старики, старухи все собрались и ушли, это говорит о том, что это была не их земля. Вот и все. Хорошо, что справедливость восторжествовала. Плохо то, что Алиев заигрывает с этим Путиным. Вот что плохо. Так, друзья, сколько мы в эфире? Ой, мы час уже в эфире. Друзья, вы что? Мне же еще работать и работать. Асан, как ты думаешь, Лукаш на этот раз сухим из воды не выйдет? Да, Ян Моназон, Лукашенко будет один из первых, кем пожертвует как Россия, так и Путин. Это 1000000%. Ну, 1000000% нельзя говорить, особенно под запись, как говорится. Но я в этом убежден, скажем так, на 1000000%. Я убежден, что Лукашенко будет сидеть на скамье подсудимого, либо ликвидирован своим окружением. А так, мне кажется, конечно же, он уже не отвертится. Могут евреи также уйти из Палестины? Евреи могут уйти только в море, в океан, утопиться могут, о чем вы все мечтаете. Но этого не произойдет. Евреи, исконно это еврейская земля, Израиль, Палестина, да, там жили все народы, и бедуины жили, и арабы жили, и евреи жили. Это 1000 лет, как нам гласят священные писания об этом. Конечно, евреи никуда не уйдут, все это сказка, что евреи сейчас, все у них плохо, они сейчас бросают Израиль и перебегают в Украину, потом на Кавказ они переберутся. Это все обман, это пропаганда, провокация.
которая ведется в том числе против евреев, потому что они на стороне Соединенных Штатов, Запада, цивилизации, на стороне добра, а фашнявая русня и все, кто на ее стороне, в лице там разных хамасов, там джихадов, там и всяких там деятелей, которые прикрываются исламом. Я евреям объясняю, что никакого ислама там нет, это провокаторы, и поэтому мы, мусульмане, за справедливость, за то, чтобы Израиль существовал. Государство Израиль существует с 1948 года, да, и еще 1000 лет, дай Бог, будет существовать. И мы, мусульмане, за то, чтобы оно существовало. Я, мусульманин, за то, чтобы оно существовало. Каждый народ имеет право, тем более такой народ, столько переживший, имеет право на свое государство. И никто не только не имеет права забирать, а вы попробуйте его забрать, просто я вам скажу. Попробуйте. Поэтому евреи будут жить на своей земле. Все мечты арабских этнонационалистов, которые прикрываются исламом и нагло используют мусульман по их доверчивости, наивности, которые используют палец об палец не ударяя для мусульман всего мира, которые страдают, убиваются, там уйгуры, геноцид переживают, чеченцы на Кавказе, другие народы уничтожаются. Они приезжают с теми, кто уничтожает мусульман, целуются в десна с Путиным там и так далее, и живут. Поэтому вы можете как угодно мечтать или предлагать там евреев там переселиться, убиться там и так далее, и так далее. Но я вам скажу, мы, чеченцы, 400 лет уже сражаемся. Наша вся культура, она милитари, военная культура, наши традиции, у нас все подчинено этому. И это не накладно. Ну, немножко бывает молодому человеку это накладно, потому что все на его плечи взваливается. Но если он это все переживает, и становится только сильнее. Поэтому мы, чеченцы, нация воинов. Хотим мы этого, не хотим, может быть, это плохо, ну так вынуждено. Фашня на нас напала, и мы против этой руснявой фашни сражаемся. У нас не было другого выбора. Точно так же Израиль, вот те люди, которые там, которых там никогда там не были войны, ну, раньше в истории были, а потом стали мирными, и здесь их в печах сжигали, здесь в Германии нацисты их сжигали в печах, в газовых камерах, только лишь за то, что они евреи, только лишь. Все, это вся их вина была. Просто Гитлеру нужно было захватить их, они были еще и богатые, некоторые из них, не все, кстати говоря, евреи богатые и так далее, как говорит пропаганда, или там есть такой стереотип. Но было очень удобно, как русским бить чеченцев было очень удобно на фашне. Также здесь нацистам, приходя к власти, которые были друзьями, кстати говоря, с русней, со Сталином вместе начинали в 1939 году войну, во Вторую мировую. И евреи были очень удобной такой такой грушей для битья, чтобы показывать всем, что вот объединять в ненависти против евреев и так далее, и так далее. И евреи извлекли из этого урок. Я очень надеюсь, что мы, чеченцы, тоже извлечем урок. И теперь евреи – это нация воин. И вы попробуйте только теперь их сделайте так. Ну так, рискнули вот 7 октября на день рождения, да, кровавый, жестокий акт совершили. Но теперь все визжат, что евреи плохие, 3, 10. Я абсолютно, еще раз, чтобы вот все это было понятно, я абсолютно против того, чтобы нарушение было правил ведения и обычая войны, нарушение международного гуманитарного права, нанесение ударов Цахал израильской армии по мирным объектам. Это категорически нельзя делать. Кто бы это ни делал, евреи делают или чеченцы, или американцы, я это буду осуждать, или украинцы, это все союзники, которых я перечислил, всех я буду осуждать, но при всем при этом каждый народ имеет право на защиту, и евреи не исключение. Так, я вам еще раз экскурс своей позиции в экскурс еврейского, израильского или палестинского вопроса. Да? Как-то так, друзья. Скажи им, что я Рашка, это колония Китая.
Да, хотела бы она стать колонией Китая, но Китай не особо... Китай хочет забирать, но никакой ответственности за Россию нести не хочет. Дело в том, что они очень обманываются, что у них вот сейчас с Западом переругались, и теперь Путину нужно себе безопасность и показать миру, что они вместе с русскими, вместе с китайцами, и в мире еще их где-то там принимают, там, и так далее, и так далее. И это личные такие интересы правящей клики в фашистской России. А по факту, Китай все сделает, чтобы забрать максимум у России. И Россия это сегодня она будет раздербанена. Все ее ресурсы, все ее вот эти возможности, которые она имела, это будет все в долг забрано и американцами, и китайцами, и украинцами, и нами, чеченцами. Нам тоже Россия около $1 триллиона должна за то, что она уничтожила наше государство, убило 300 тысяч наших граждан, уничтожило все, что только возможно на нашей территории. Как-то так, Дион, как-то так. Поэтому Китай будет доить Россию, пока прет, как говорится. Прет, все нормально. Асан, когда ты работал в Москве и ты говорил правду, я думал, ты не сможешь уехать. Но, слава богу, уехал. Совет ТВ. Да, я говорил правду, на меня была охота, я знал, что вот-вот меня либо ликвидируют, либо меня посадят. И да, я вынужден был. И это было пик моей вот этой активности, когда я уже открыто начал выступать. Это было нападение на Украину, фашистской России. Я еще до нападения украинцев предупреждал, что будет нападение. И против меня, видите, все знали, еще с университета, когда я учился, знали мои взгляды. Именно поэтому я был отчислен на 3-м курсе за то, что не согласился работать на ФСБ, как меня склоняли. Да, выехал сюда и буду говорить правду ровно до тех пор, пока мои глаза не закроются и сердце не перестанет биться. Да, мула. Так, как так. А вы кто, интересно, советую? Хотя не пишите, кто вы, но интересно, вы за меня переживали, интересно, кто же за меня переживал? Кто-то остался еще, кто за меня переживает? Я думал, за меня уже никому не нужен. Спасибо за теплые слова. Здравствуйте, Аслан. Давно вас не слышал. Как ваши дела? Все отлично, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты кто? Бля, сколько у вас развелось? Говорит, Сара, спроси свою маму, кто я. Она тебе расскажет. Ты меня забыла, что ли? Арабов 400 миллионов, и армия много, но что не помогают в Газе, не хотят Аль-Аксу. Но арабы очень хотят белого, ничего не брезгуют. Братья чеченцы, когда хотят чеченцы. Так, вот это чеченские темы, там 3-10, это, конечно же, сейчас, это, во-первых, рядовые случаи, единичные случаи, во-вторых, это не тема для обсуждения. Все арабы, большая часть арабов, они не против Израиля, не против кого-либо, они хотят все жить и созидать. И только Иран, Россия, какие-то отмороженные этно-арабские националисты, они разжигают вот эту ненависть, и они таким образом борются даже не столько с Израилем, сколько они с Америкой таким еще с советских времен борются. Ну, а Израиль стал во весь рост и таким между молотом и наковальней, между Советским Союзом и фактически с Западом, и закалился
стал великим воином. Иншаллах, иншаллах. Так что все будет отлично. Не реагируйте на кремлеботов. Чечня будет вильной, и мы, украинцы, да поможем вам, чеченцы. Спасибо, Натка. Мы как вам помогаем сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, мы вместе должны освободиться от ига Русской империи. Это брат Ходорковский. Я же уже 100 раз сказал, я его отец. Почему я его брат? Я его отец. Этот шнурок отбился от рук. Я его батя. Салам алейкум, брат из Израиля. Шалом алейкум, Израиль. Алейкум салам. Иншаллах на иврите безрат Ашем. Безрат Ашем. Израиль СССР и создавал в 1947 году. Ну, не совсем Израиль создавал. СССР хотел взять себе вот этих евреев, понимаете, их союзников, чтобы Сталин хотел, чтобы евреи были его союзниками. И он таким образом заигрывал, потому что у евреев были проблемы с англичанами и с американцами, которые не очень спешили, как нам сейчас рассказывают, что там все для них Америка делала, все Израиль делал. Ну, это мое видение, я не особо, конечно, хорошо разбираюсь в израильской истории, но я думаю, что не сильно и хотели ими пользоваться, но не сильно хотели им что-то давать. И русские начали в этом смысле больше уделять внимание Израилю, Сталин в частности, потому что евреи, как и чеченцы, это такая атомная смесь убойная, она нужна всем, умным особенно она нужна. Советский Союз нельзя сказать, что был глупым, да, при всем его коварстве и грязности. Ну, евреи выбрали сторону добра, сторону света, и с тех пор, а по-другому быть не могло. Люди Писания, свои люди, как говорится, правильный выбор сделали. Правильный выбор. Сегодня тот выбор 80-летней давности, грубо говоря, 80-летней, сегодня им приносит плоды. Забирайте евреев в Чечню. Зачем им в Чечню забирать? У них прекрасная страна есть. Но я могу гарантировать, что у нас в Чечне после освобождения нашей Чеченской республики Ичкерия, там евреям будут рады, я могу вам сказать. Там будет и католическая церковь, если там будут жить католики, если там будут жить евреи, там будет синагога, и мы будем всем религиям, всем народам на этой земле рады. И в частности, конечно же, евреям. А забирать их, как бы они тебя не забрали, да. У них есть своя страна, и так что все нормально. Слава Украине! Героям слава! Я смотрю, как вы тут все разошлись, тут такие, все такие антисемиты, да. Вон, да. Ну, терпите, да, терпите. Ассаламу алейкум, брат. Ты ингуш или чеченец? Я чистый чеченец. И по маме, и по отцу. И на 1000 лет вперед, да. Так. Я твой ник прочитать. Он, по-моему, армянский, да, ник у тебя? Прочитать не могу. Чечня будет свободной. Дай Алмула совет. Дай Алмула.
Ассаламу алейкум. Del al shwel ho. Санин хо del al shwel ho shek. Дамавел армия Ганнибала кичу семашки бамут. Ва алейкум ассалам, Карфаген. Шек радова ищачун, шадега супер, душунова. Иш супер хилядат. Просто уэй и сидоч мал. تا هو كبرش مدوي وي مدر وين يوقع نينا بات بيخ مبيلا يشتغل روك امرش مدوي وي روك امر هنزا تبي انا وين ميل بو خيتم بوشين خيتش نوتشي دات ميل جوت يات دور دو خايشون وي غيرج على حل خلبول وي نوتشي بوي جغار ول شخينا وي كازاخستاني صدق كان شخينا خلبول يقون ريبوي ايش حلا قولبل غرج على شي قومنا شي ديننا شي مخكنا سقت غرج على دايتن بول يخون ريبوي يا مرت بوش تسنا بول خزا بولش اي يعريك انتري بيوتشنس قياستي اش باتشون وي زودر شا وي محكر شغا ان زري دوق بيركت دال وي قومن ايش باتاري وي قام دات نين موت ارن اوش دات نانسقي اش دو ناتسي женщина воспитанная студент еще был нахуй дат غرج على وي دايتش وي ملجو будущее خايش نوحشي يا الله ده мел яқи события халгаляш, что нас ждут величайшие дела ночи. Вы даже не представляете, насколько это все будет. Но это будет в едином кулаке цахела, йох бардак, корешон, да, йох бардак. Ты уже почернел, как Юрий говорит. Нет, я просто иногда работаю на солнце и загорел дело, да. Ассаламу алейкум, Ажрижи. Ва алейкум салам. Ну, алейкум салам. Ты американец? Нет, я чеченец. Да, чеченец, да. Ты что сейчас поддерживаешь евреев? О, Шукран Азизов. Ты, наверное, слушал, не ушами, что я тут говорил, да? Жаль. Так. Большой нос и уши признак еврея. Ты даже не представляешь, самое главное, если у тебя большой нос и нет ушей, это вообще беда. А если большой нос и уши, это все нормально, да. Это нормально, да. Ты лучший из лучших вообще. Спасибо, друзья, спасибо. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, что будет с Россией в будущем. Сейчас не потерять бы это все. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, что будет с Россией. Я полагаю, Россия потерпит сокрушительное поражение. Уже сейчас, даже вы нам не верите, вы говорите, мы тут пропаганду. Ну вот в Курск зашли, что ваше ядерное оружие, там с порошок всех сотрем, там 3-10. Увы и ах, не получается, да. Жаль, конечно, для вас. Поэтому Россия, я полагаю, если русский народ, там есть несколько сценариев, которые могут развиваться. Один из них, русский народ встает, наконец-то становится субъектным и гонит в шею вот эту всю гибню, проводит люстрацию, рассекречивание КГБ архивов, привлечение к ответственности от взрывов домов 90. А я просто говорю про взрывы домов, на самом деле ведь взрывы метро, электрички. Я чеченец, я правозащитник, юрист, адвокатом работал. И я на себе, на своей шкуре испытывал все, что делает фашистская русня. Я вас уверяю, 95% всех терактов, совершенных против русских в России, совершено российскими спецслужбами. Иногда использовались чеченцы, иногда кто-то обманным путем, кого-то шантажом, кого-то там за деньги, 3-10, но всегда за этим стоят российские спецслужбы. Вот если вы рассекречивание архива, вот это все русский народ станет, его нет, к сожалению, я вот сейчас это говорю, и я знаю, что это невозможно, практически невозможно. Произойдет вот это событие, то у русских есть шанс
с минимальными потерями выйти, признать всю преступность действующего фашистского, путинского, КГБшного режима, вернуть все земли Украине, Ичкерии, Грузии, извиниться, попросить прощения, сказать: все, ребят, мы вот эти террористы из КГБ тут замутили, мы, русский народ, и так пострадали, и готовы выплачивать вам контрибуцию, и все, мы готовы. Это так делается в международном праве, так делается по закону. Но я думаю, этого не будете вы делать. Далее, что может дальше произойти? Дальше следующий сценарий развития, он может произойти следующим образом. Украина будет занимать территорию, которая находится, вот Курск, Белгород, Брянск. Может быть, Украина пойдет до Москвы. Но если украинцы придут до Москвы, то вы полностью будете подчиняться украинцам и Западу, то есть, и это будет уже не так, у вас меньше будет прав, скажем так, меньше будет прав, если украинская армия дойдет до Москвы. Либо же украинская армия создает, как заявляет Зеленский, создает буферную зону, санитарную зону, Брянск, Курск, Белгородская область, вдоль Крым, Беларусь, конечно же, освобождается полностью, туда Тихановская возвращается, там 3-10, и будет создана буферная зона, от вас отгородятся, и внутри России начнутся такие страшные процессы, которые, в принципе, которым сейчас уже КГБ, Путин и все остальные, Патрушев, они готовятся к этому событию, к этим разворачивающимся событиям, и будет внутри теракты будут, исламистские теракты будут, потом будет борьба против разных кланов с кланами. Короче, будет такая грязня, такая гражданская, вот эта кровопролитная, надолго-долго. Вы все то, что вы, русские, делали с чеченцами, пытались сделать с грузинами, с украинцами и с другими, со всеми народами, которые у вас получалось дотянуться. Вот это все, по всей видимости, вот этот последний сценарий, который я говорю, он более реалистичен, на мой взгляд, и может получиться так, что вот эта грязня внутри России, она будет выедать Россию, ослаблять ее, и в конце концов, Россия развалится на много частей из-за грязни, там, 3-10. Вот так я это вижу. Много неизвестных, много мы, конечно, не знаем, что там думают в Генштабе Украины, что думают там Зеленский. Мы не знаем, что думают в Америке, но вот по признакам, по симптомам сценарии вот такие. Ни одного хорошего сценария для России я не вижу. С минимальными потерями сценарий для русских, для именно в первую очередь русских, он заключается в том, что сейчас свергнуть свою власть, рассекретить все архивы КГБ, СССР, ФСБ, подвести иллюстрацию, то, что в 91 году не сделали. То у меня есть в YouTube-канале, вот здесь, на этом канале видео, и в ТикТоке есть это видео, где Ельцин говорит: все, расходимся, штурмовать Лубянку не будем, на Лубянской площади. Они все собрались, все, идем домой, там прям настаивает он, все, расходимся. Именно в этом и была цель Ельцина, сохранить КГБ СССР. Им это удалось. Они заползли под корягу, стали никем и ничем, растворились с населением, с народом, и потом опять вылезли, как мы видим, опять стали элитой и развязали страшную мировую войну при помощи своей агентуры тут на Западе, Франции, которая очень много сделала для того, чтобы Россия стала сильной, Германия, которая очень много сделала, чтобы поднять Россию, помогать ей, заключать с ними контракты, ну и многое-многое. И здесь в Германии, у нас здесь в Германии до сих пор влияние, и это еще скажется, влияние вот этой фашистской КГБ до сих пор сказывается и будет еще долго сказываться. Ну вот, я так вижу эти события. Вкратце, если сказать, я вижу так. Скорее всего, на мой взгляд, сценарий, вот этот третий, последний мой сценарий, который я вижу, он более реалистичен, на мой взгляд. Но есть еще один сценарий, который практически мало реализуем. Это НАТО начнет бомбардировки
фашистской России, украинская армия вместе с чеченцами, с грузинами, с другими, в том числе русскими, которые присоединятся к уже присоединились, присоединяются к украинской армии. Вот эти люди дойдут до Москвы, и Москва падет. Москва падет. Будем на это надеяться. Я знаю, что внутри России сейчас готовятся антисемитские погромы, накручивается, как тогда, еще в 2013 году, я понимал, что нападение на Запад, на Украину, это произойдет. Я тогда понимал, говорил, потому что в вузах, российских вузах, милицейских, там разных юридических вузах, я слышал, поступала информация, что первый урок начинается, это урок ненависти к Америке, антиамериканский такой, первая пара. И мне казалось странным, как американцы так на шею посадили себе этих русских, нас уничтожают русские, геноцид над нами, американцы делают вид, что этого не замечают, а русские у себя в вузах антиамериканизм. И у меня не складывалась эта картина, я не мог понять, как они могут. Ну, я понимал, что русские могут любую подлость сделать кому угодно, но я не мог понять, почему американцы этого не видят и не видят, потому что эти студенты завтра начнут войну против, они сегодня студенты, а через 10-15 лет это будет, так и произошло. Сегодня это острие борьбы против Запада, Америки. Это вот эти студенты, эти выпускники этих вузов, которых тогда подготавливали к этой войне. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. И сейчас я полагаю, что с Россией будут, уже церемониться не будут. Слишком много сказано и слишком много сделано. Это уже все. Другого пути нет. Только если русские сами восстанут, и вот это минимальный урон, который будет нанесен России, русским, если это сделать. Но русским не дадут этого сделать. Те же спецслужбы, которые самых пассионарных, самых умных, самых достойных на их взрослении, на их становлении выявляют, забирают себе. Я учился в Санкт-Петербургском государственном университете, и меня и всех чеченцев, которые там присутствовали, пытались вербовать. Ну, меня отчислили, остальные продолжили учебу. Сейчас они занимают разные посты в Чеченской республике, где-то, может быть, в России кто-то есть. И таким вот образом вербуют во всех вузах самых умных, самых талантливых на начальном этапе. Всех они так вербуют, выдергивают оттуда. И вот у русских нет лидеров, нету настоящих, свободных, которые не под КГБ. А КГБ всегда сделает так, чтобы в итоге, как Ельцин тогда спас КГБ, чтобы система была спасена. И большая моя опаска заключается в том, что Запад, Америка, в первую очередь, Великобритания, США могут согласиться с русскими КГБшниками на то, что мы не будем уничтожать. Это для меня самая большая опасность, потому что КГБ предлагает им все. Они всех ГРУшников, всех военных, всех своих агентов готовы сдавать, они готовы вернуть все земли, они готовы платить контрибуцию и все так далее, что русских очень возмущает. Почему-то убивать чужих людей им нравится, а потом платить за это им вообще не нравится. А вот КГБшников устраивает. Они готовы платить, потому что платить-то будет русский народ. И в итоге я боюсь, что им сделают, американцам, Западу, сделают такое предложение, от которого они не смогут отказаться и скажут, ну ладно, вы подчиняетесь. А так ведь было. КГБ фактически, ФСБ подчинялась американцам. Да, рядовые об этом не знали, но фактически все, верхушка, Путин, Патрушев, они все исполняли волю, не сопротивлялись, как бы вылизывали пятки, так сказать, ласково и аккуратно. Хотя в своих вузах обучали антиамериканизму, антизападной вот этой риторике, закладывали им вот эту пропаганду. А сейчас они говорят, мы готовы на все, готовы пасть, стоят уже на коленях генералы, полковники, подполковники, устраиваются в очередь
к ЦРУ, там, к другим разным западным спецслужбам, для того, чтобы у них как бы все, чтобы их не тронули. И это большая опасность для всех нас, да, потому что один раз Америка оставляла их. Даже Америка хотела, чтобы Советский Союз сохранился, Украину упрашивали не отделяться, мы это все знаем, это публично, по-моему, президент Соединенных Штатов или кто-то или госсекретарь, сейчас не помню, ядерное оружие, разоружение было Украины, и говорили, все, Россия уже никогда не будет той прежней и так далее. Нет, дорогие американцы и дорогие западные, не знаю, как вас назвать, партнеры, товарищи, потенциальные друзья, союзники, не будет никогда, не будет. Россия будет соблюдать международное право только в одном случае, если в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. Вот тогда будет Россия соблюдать международное право. В противном случае мы не увидим никакого соблюдения. Как-то так, друзья. Я смотрю, вас это очень интересует, эта тема. Тут вот настрочили очень много комментариев. Тебя убрали из университета, потому что ты с приветом. Можно, конечно, бы согласиться с тобой, но у меня есть факты, доказательства, что ваш алкаш Медведев является агентом ФСБ, который был инициатором отчисления меня из университета. И я вас уверяю, за мной бегали ФСБшники, точнее, Петров была его псевдонимная фамилия, видимо, такая, который угрожал мне уже в конце, говорил, мы тебя изобьем, в отдел полиции заберем, бесследно потеряем, 3-10. Я им показал средний палец и сказал, чус, как говорят немцы, и был таков, да, меня отчислили. Я думаю, Владимир Зеленский делает свою работу неплохо, скажем так. Зеленский войдет в историю как великий политик, политический деятель и тот, кто возглавлял западную коалицию, Украину и в том числе западную, один из людей, который возглавляет западную коалицию против фашистской России. Большая у меня досада связана с тем, что Зеленский всячески пытается избегать чеченского вопроса. Вокруг себя собрал он разных там мерзавцев и подонков, которые тоже имеются, которые чеченофобы и откровенно подхалопники. Но самому Зеленскому у меня вопросов нет. Он делает свою работу так, в какой ситуации он оказался, он делает ее на твердую пятерку. Вот как-то так, скажем так. Если не трогать чеченский вопрос. С чеченским вопросом у меня претензии к Зеленскому, к Украине и к всему этому миру. Как вы думаете, в будущем Кавказские республики отделятся, дадут ли русские отделиться? Но если мы ставим вопрос, дадут ли русские или нет, то, конечно же, не дадут. Русские – это имперцы. Это как, я не знаю, чеченцу сказать, или любому человеку сказать, давай мы тебе руку отрежем. Ты согласен? Потому что они так считают. Это их менталитет, это их психология, это их проблема большая. И теперь это их проблема. Раньше это была только наша проблема. Теперь это их проблема. Поэтому русские нам никогда не дадут отделиться. Никогда. Потому что русские имперцы. А отделимся ли мы или нет, это решать каждому народу. Каждому народу. Как будет развиваться ситуация, я не знаю. Но я знаю, что сейчас хотят бить клин между нашими кавказскими народами. И сейчас поднимается эта волна, специально нагнетается, чтобы мы не были едиными.
Все, кто был за Россию, кто воевал против чеченцев, с ними у меня никогда никаких объединений быть не может и не будет. Даже если они раскаятся. Спасибо, раскаялись, претензий нет, уголовный кодекс, если вы не совершали убийство чеченцев на вас, мы не будем вас уголовно преследовать. Все остальные вообще никаких вопросов. Да. Поэтому каждый народ должен для себя определиться. Мы, чеченцы, должны деоккупироваться по сравнению с другими кавказскими республиками, которые входят в фашистскую Россию. У нас ситуация немного получше, но у нас есть свое государство, у нас все мы для этого сделали, нам нужно просто деоккупироваться. Другим придется еще много чего создавать и делать. Хотя и наша власть, и наше стремление к свободе массово, тотально истреблялось, уничтожалось фашистская Россия. И они будут это продолжать, пока у них хватит сил на это. И я думаю, что мы должны вместе, в первую очередь, с грузинами, мы, чеченцы, Ичкерия и Грузия, должны создать единый Кавказский дом, Кавказский союз, наподобие Европейского союза, и все российские республики, которые захотят к нам присоединиться, должны определиться, провести работу среди своего населения, и это должен быть выбор народа, никакие не номенклатура КГБшная, ГРУшная, которая есть там в Дагестане, в других республиках, они не должны решать, они должны быть отделены от власти, отдалены от власти. И вот мы тогда сможем создать, проект есть, уже 30 лет этому проекту «Кавказский дом», его начинал Гамсахурдия и Дудаев, и мы должны это продолжить. Другого выбора у нас в принципе нет, если мы хотим развиваться и быть уверены в будущем для наших детей, для наших поколений. Конечно же, мы должны это делать. Так, я смотрю в Ютубе, здесь у меня как вентилятор крутится, да, я не поставил ограничения, и тут здесь орудуют все эти тролли, там, фабрика троллей. А то, что что эта война была запланирована третьими странами, Зеленский был использован для этого, не понял я, агент иностранный. Ты про меня, что ли? Да, я признан иностранным агентом, то есть агентом Ичкерии. Я являюсь кем меня, да, экстремистом. Моя организация, я являюсь председателем правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, немецкая чеченская правозащитная ассоциация. Она признана в фашнявой Русне экстремистской. То есть еще одну медаль мне дали, наградили меня, да. А русские терпят, Да, русские терпят. Ну, я думаю, даже у русских это терпение. Русские, знаете, они терпеливые, да, они послушные, это все, это известный факт. Но по большей части два народа в Советском Союзе существовало, на мой взгляд. Первый народ – это чеченцы, над которыми русская вот эта КГБшная коммунистическая вот эта система проводила массовые истребления и эксперименты по подчинению. И второе – это русские. Это вот над ними ведется. Если эту пропаганду убрать над русскими, мне кажется, многие русские проснулись бы, как, например, в Украине. Русские – это такие же русские, как и другие, но при всем при этом они за эти 30 лет они полностью стали свободными людьми. Они сражаются, они гибнут. Каждый божий день русские, украинские русские гибнут против вот этой империи. Поэтому дело не только вот покладистости русского человека, русских людей. Дело еще в той пропаганде, которая против нее ведется. Ее нужно остановить. Вот Соловьева, кто там, Симоняшка, там всякие другие, они должны быть посажены на скамью подсудимых, и тогда, я думаю, через какое-то время, через 20, 30, 40, 50 лет вырастет новое поколение русских, которые будут свободно от этой имперской заразы, которая привела. Да, когда ты побеждаешь, то очень хорошо, ты сидишь у себя дома, или там в собственной луже, там лежишь где-то под забором, и кайфуешь, какая у тебя великая страна, как она завоевывает там чуркобесов, хохлофашистов, там пиндосов, там третье, десятое. Но когда все это возвращается к тебе, ты понимаешь, что вот эти
чурки, хохлы и все остальные враги Великой России, оказывается, не мед пили и сахар ели. Понимаете, когда вы их уничтожали бомбами там и всем остальным вашими провокациями и так далее. А оказывается, это не очень приятно. И хоть я и не злорадствую, я вынужден согласиться с тем, что это нужно пережить русским. Вы должны осознать, о чем мы говорим. Вы должны понять, русский, о чем я вам говорю. Все, конечно, не поймут, но нормальные думающие должны прийти к мысли, о чем же эти украинцы говорят, о чем же этот чеченец, которого родственников преследуют, террористам обзывают, там, третье, десятое, убить грозятся, ну, все делаете и так далее против меня. О чем же он говорит? Реально, может, это сумасшедший человек? Или, может, у него что-то такое, что заставляет его идти на смерть, подвергать угрозе своих родственников, бывших родственников? Но вы должны это испытать и пережить. И я надеюсь, быстрее это все закончится. На этом я заканчиваю свой прекрасный спич и стрим. Мы уже 100 минут в эфире. Я думаю, на этом мы закончим. Спасибо, что поддерживаете, друзья. Завтра будет стрим на русском языке с Аядом Идиговым. Это единственный представитель единственной легитимной власти в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Там же, я надеюсь, будет Алла Дудаева, если она сможет завтра принять участие. Я надеюсь, мы завтра также плодотворно, также массово будем общаться и говорить. И вы можете задать и не симулякру, настоящему борцу за свободу чеченского народа и государства, Аяду Идигову. Вы можете задавать вопросы, получать профессиональнейшие, умнейшие ответы на ваши вопросы. На этом все. Спасибо. Аслам, брат ты наш, береги себя. In God we trust. Спасибо. In God we trust. В Бога верим и на себя надеемся и не плашаем, как говорится. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. О Аллах, благослови Америку. Ади кёль маш оль. Всего хорошего. До свидания, друзья.